5 часов утра, раннее утро. Жду свою команду. Скоро должны подъехать Иван Григорьевич и Игорь. Едем на рыбалку. Едем на рыбалку с ночевкой. Едем в тайгу. Куда решим на месте. Рюкзак. Все готово. В душе трепет. Ожидание от прекрасного. Должно быть все круто. Наконец-то в этом сезоне я выбрался в тайгу. И это будет предновогодняя рыбалка. Это будет крайняя рыбалка в этом году. О, потух у меня фонарь, который на движении работает. Давайте включимся, чтобы все было видно. Короче, это будет у меня крайняя рыбалка в этом году. Все должно быть круто. Подъезжает машина. И следующее включение у нас будет уже в тайге при выгрузке урагана. Кстати, вы увидите, что в одну буханку мы затолкали в ураган. Раз, два корыта. Сейчас уже грузят третье. И все это поместилось без прицепа. Едем без прицепа на одной машине. А как мы туда полезли все, вы это увидите уже по приезду. До встречи в тайге. Ну вот и вся команда в сборе. Тронулись в путь. Путь дорожка не близкая. Иван Григорьевич, как настроение? Бодрые. Камера нормально, пока это снимаем. Так, все, да, это маленькая. Ну пусть. Передавай, Игорь, привет подписчикам. Да, всем большой привет. Спасибо Геннадию. Все. Что еще не знаем? Поедем. Вот закидали буханку, даже не знаю, куда там. Загрузили полностью. Вот. Корыто раз, корыто два, корыто три, ураган. И это все в салоне буханки. Как приедем, покажу, как мы это будем все выгружать. Все, погнали. Так, ну что, приехали на место, пошла у нас выгрузка. Пока тут ящик Григорьевича, 10 литров бензина. Вот он наш ураган. 540 длина, метра 540. Вот смотрите, чтобы он у нас влез со стеклом. Чтобы вытащить стекло, делаем вот так вот. Подожди, потом мы будем делать так, да. Давай начнем с корыта и отсюда. Корыто надо. Ураган в последнюю очередь у нас будет выезжать. Да. Выкидываем все, там же завалено здесь. А как со стеклом выкинем? О, это все туда выкидываем, через ту дверь. Пока все выкидываем через ту дверь. Через ту? Можешь остановить съемочку, да. Так, Тут же ничего не запикаем, тут только будет ураган выезжать. Нет, пусть Ваня снимает все как это. Так мы все вытаскиваем. О. Вот лесовоз летит. Фишкой. Вот самое главное это. Самое главное это стекло. А как мы разбихаем? Вот так вот. Вот так вот стекло. Как-то крути Ильич. А, нет. Теперь вперед. А, вперед. Вот. Теперь сходни стал. Теперь подожди, вот так, стоп. Теперь там сходни. Все. Теперь вот, стекло мы перевернули. Все, практически готово. Вот. Осталось совсем немножко. Все готово. Корыто даже пока не надо. Так, да? Давай, так. На нейтралке. Пока вот так вот. Надо было нам спустить там на месте сделать. Давай, втыкай. Давай, вот так, пусть стоит. Ну, так же ж. Он сейчас хоть туда-сюда. Пойдет, да. Толкай. О, вот и все. Меня задавил. Ну как-то вот так.
Вот в такой буханочке практически Целый вагон. влезло целый вагон, ураган, 3 корыта, 4 корыта даже. И все наше имущество. Осталось кан, не забудь еще. Кан, рюкзаки тут, ну много тут что, пилы, кан. Короче, сейчас все это мы загрузим и сделаем включение, что получилось из этого. Принцип, думаю, ясен. Можно полностью ураган совсем, как говорится, совсем навесным загрузить просто в булочку. Ну вот и все готово. Как-то вот так вот выглядит наш ураган. Спереди в ткани удочки, котелок, чайник, 15 литров запасного бензина на всякий случай, пила, бензопила в маленьком корыте, ствол, без него никуда. Все пока. Здесь в кофре мой рюкзак, там все, сумка с запчастями полная, ремень вариатора, запасная цепь, звенья, свечи, ну все то, что это для урагана. Так, первое корыто пошло. Рюкзак, сумка, лыжи, пешня, 2 бура. Здесь еще ящик рыболовный. Один или Игорь, или Иван будет здесь. А тут Игорь получается. Вон корыто Ивана. А тут будет Иван, бур, рюкзак. Короче, я примерно прикинул. Это около 500, ну, нас 3 человека. Каждый соточку с лишним в одежде. 300 с чем-то. Ну и барахла всего полтонны весом будет вести мой ураган. Вот такой вот поезд. Чух-чух-чух-чух-чух повезет нас на рыбалку. А на дорожку решили попить Чайковского. На дорожку решили попить Чайковского. Да. Никто не против? Нет, мы только за. Все за. Чайковского. Мы тоже, естественно, Вообще за. можем Всё. не ехать, только чай пить. Ножичек где-то. Хлеб, сало. Что ты говоришь, мороз сегодня? Сколько градусов? Кто смотрел? Ну, градусов 18, наверное. Я тоже не знаю. 17, наверное. Лишь бы ветра не было. В лесу Самое ветра, главное, это- наверное, не будет. Лесу нет, Где у там меня-то же ножик, а? На. Пару капель. Все, это отрежь. Охотничий всё, нарежь. кинжал. Пару капель в чай добавим бальзамчику силы жизни, чтобы Да. сила жизни была сильнее, как бы сказать. А вот, на этом. Это у меня хлеб рассыпался. Стало мало. Да, сала всегда мало. Не говори. Сколько бы ни было. Как не это. Особенно на Украине. Ну, Иван Григорьевич, расскажи, что тебе сегодня снилось. Ой, блин, сегодня снилось вообще жуть какая-то. Мрак. Мрак. Как элочка-людоедка. Это в 3 часа проснулся, до 12 не спал, в 3 проснулся. Блин, и все перепуталось в голове. Валя тут сразу: посмотри, холодец застыл. Я уже и забыл, что снилось. Думаю, то ли холодец снился, то ли воля, винегрет, блин. Я тебе сделала винегрет. Я говорю, ну вот хорошо, на такой мороз как раз нам винегрета не хватает. Блин. Апельсинов, говорю, не положила. Дядя Вань, надо было его винегрет в эту сумку положить. Не в Да, да, у меня. А там он промерзнет, у тебя да, всё. надо достать, положим. Термо. Все? Все, друзья. встречи. Короткое чаепитие и Да. рвем До 9. Когти. Пора рвать когти. вперед, навстречу счастью, навстречу А то уже рыбалке. конкуренты уже проехали. Да. В ту сторону, в ту сторону. Туда только поехала сейчас машина. Тоже, кстати, ураган проехал. 2 года назад, это 3-й сезон, ты у меня был первый ураган в районе. Теперь народ начал понимать, что ураган это Да. лучший Толечка, лучший снегоход. чтоб я знал. 1, 2, 3, 4, все, народ пошел приобретать ураганы. Скоро, кроме ураганов, не будет ничего, наверное, это точно, в скором будущем. Вот увидите сами. Да, Да, и так да. уже все. Чая от Ивана Григорьевича. Наливаешь с термоса кружку чая, несколько капель силы жизни, и получается классный напиток. Да. Не, И по-моему, ты, согревает. по-моему, наоборот сказал. Наливаешь полную бальзама, добавляешь туда. Пару капелек Пару чая. капелек чая и вообще красное. Прекрасно. Много уложились нормально. Ну как-то вот так выглядит наш паровозик. Все заняли места согласно купленным билетам. Плацкарт. У меня купейник. Ураган прогрелся. Все готово к поездке.
И поехали, друзья! Следующее включение у нас будет на реке. Погнали! Погнали вперед! Ну вот мы и на реке. Наконец-то приехали. Ехали и приехали. И времени у нас уже сколько? Часов есть у тебя на руках? Нету. Даже под руками. По одну поклевку мы увидели. Иван поймал небольшого хорюска. Не успел заснять, он его обратно выкинул в лунку, так как он маленький был, сантиметров 15 буквально. И у Игоря была поклевка, да? Время 10 часов, короче. И мы приступаем. Пробурились в первые лунки. И приступаем к рыбалке. Готовы? Мы тоже готовы. Лед тонкий. Лишь бы не провалиться, вон там полыня открытая. Провалиться хоть заснять какая-то будет. Пешней прошелся, в принципе, нормально. Но справа под снегом. Протыкается с одного раза. Слева открыто вообще. Тут тоже лед не больше 5 сантиметров. Река еще толком не замерзла вообще. Пробуем здесь. Пробуем здесь. Вот он, друзья, вот он все-таки первый хариус. Этого уже я не отпущу. Было где-то 3 у меня, наверное. У Григорьевича мелкий был, у Игоря мелкий. Мелочь штук 5, наверное, отпустили. Вот она, первая поклевка. Я уж думал, все, вообще не клюет. Да. Нет, он все-таки клюнул. У Григорьевича блеснул. Гладил. А, у меня сход еще был один. Чуть крупнее этого. О, сошел. Так что все-таки мы увидели рыбу более-менее достойную. Значит, можно попить чай, да? Видишь, вот я только отпустил, и сразу он хапнул. Ну так, вон, видишь, он у меня вон. А вот крупную блесну, да, вот не берет, да. Вот такую крупную. Да. 2 раза хапал, только опарыша. Хапал и вот стриг опарыша даже, блин. Потому что рыба неактивная, глухозимье. Да. Нету активности у хариуса, совсем так. Нету. Ну, хоть одну поймали. Будем менять место, поедем пониже по реке, наверное. Перевяжу эту. Поймал? О, Игорь еще больше поймал. О, у Игоря еще крупнее. Вот такой вот. Вот у меня такой и сошел, может быть, и этот даже. Может быть. Да. Взял на такую вот красненькую. А, нет, бронзовую. Медная какая-то. Медная, да. Ну все, может быть, еще и поклюет. Все. Одеваем камеру на голову. А? Медная. Медная. С полосками. Бледная. Сразу ударил или тюкал? Да нет, сразу никто не хочет что-то. Не хочет. Они совсем не хотят. У Ивана тут... Гладил меня тут. Баловался. Да, потом я вот взял. Вот поставил вот такую маленькую мормышечку. И клюнул. Клюнул мой хороший. Мне придется перевязывать. Раз он не хочет у меня сливать. Хотел чай попить. А я хотел дальше пробивать дорогу пешней. Пройтись. А, второй. Так. Здесь у меня был сход. Я в этот ряд кинул крупы. И они сейчас будут крупеть. Храпеть. Это от слова крупа, что ли? Да, да, крупня. Думаю, от слова большой. Да.
Слово крупняк. Крупняк берет на крупу. Да. Подходит к крупе. Ну? Слово крупняк, оказывается, слово крупа. Неужели он есть не берет, а? Вот весной, если он есть, он берет обычно. Ну да, сейчас видишь это. А сейчас выеживается. Что? Так, ладно, пойду спешнюсь разведкой. Еще там, смотрю, полыня. Пойду пробьюсь, если получится, чтобы дальше проехать. Так, друзья, пока совсем не стемнело, короткий перекус. Потому что зимний день очень короткий. Решили перекусить, съесть по яичку, по бутербродику. Ну и чайковского хлебануть. Можно и с бальзамчиком силой жизни. Да, Григорьевич? Да, одобряю. Одобряешь? Да. И, пользуясь случаем, хочу передать тебе, Иван Григорьевич, привет от Виталия Стрекалова. Спасибо. Это у меня такой подписчик, говорит, передай привет Ивану Григорьевичу. Говорит, уважуха, говорит, держи краба. Спасибо. Там, короче... Мансур Сагитович там не передает случайно? Кто? Мансур Сагитович. Ага. Нет, такого не было. Знаешь? Так что, Виталий, привет я тебе передал. Не тебе, а Ивану. А Иван передает тебе. Да. И крепкое рукопожатие. Вот так вот. Пусть тебе клюет. Пусть тебе клюет, пусть нам клюет, пусть вам клюет, пусть Да. всем клюет. Ну а мы сейчас тоже поклюем и до темноты успеем, если успеем, еще порыбачим. 3 рыбки в пакетике у нас уже есть. Зачетные. Да, каждому по рыбке. Все, выключаем камеру. На улице ветер стих, морозит капитально, уже градусов 20 как минимум, да? Да. По-любому, если уже холодно. Морозец такой Ну, крепкий. раз конденсат выдавляет, значит. Да, раз вот это все побелело, значит холодно. Да вон, блядь, И это бьется, ликер ваш, будем- блядь, замёрз. Даже яйцо побелело. Все, друзья, Чё, всё? приятного аппетита. Ну вот, Как рыба. не матерись. О, Энцгеден. Янцекадан Иван Григорьевич на новом месте поймал вечернего хариуса. Ой, Не будем терять времени. Пока я бурился, Иван уже поймал. Все, достаем удочку. И тоже пытаемся повторить что-то похожее. Если у нас, конечно, это получится. Плес уже обурен весь. Не знаю, поймали, не поймали, но Ивану удача улыбнулась и вытащил. Уже начало темнеть. У нас есть буквально минут 10-15, не больше. Ну, максимум 20. Потом уже ничего не будет видно. Надо успеть за это время хотя бы попробовать несколько лунок. Так, дно нашли. Сразу ударил? Вань. И он? Сразу взял? да, вот только нашел дно, приподнял, он сразу задло. Тишина такая. Ветер стих, тишина такая стала вечером. Потеплело. Какой потеплело, ты чё? Вон лунки сразу стягивает, только пробурил уже все. Стянуло. Все, один и был. Наверное. А не видно. Результат пока 1-0. Ну вот, а так все хорошо начиналось. Что, так это всегда. Наконец-то мы приехали. Друзья, короче, такая история. Все, мороз, ветер.
оставаться на ночь смысла не вижу, так как вот у нас весь улов. Это вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7 хариусов. Вон самый крупный вот хариус. 7 штук. Вот это весь улов. Клевать совсем перестало. А колели замерзли. Короче, приедем лучше на эту речку после новогодних праздников, потому что Игорь вообще околел. Замерз? Конечно. Очень замерз. Иван Григорьевич тоже замерз. Короче, рыбалку мы сегодня заканчиваем, но обязательно мы сюда приедем после Нового года, после новогодних праздников. Всем пока, всем привет и до встречи на реке. До свидания, друзья. Пока-пока-пока.